был заселен. То есть он прошел государственную приемку как офисное здание. То есть в этом доме должны были размещаться офисные помещения. Но застройщик решил, что выгоднее будет, наверное, продать, и он заселил просто. Продал как квартиры. Самый интересный вопрос в Таджикистане, кто является членами семьи собственников. Различие между жилищным кодексом 1997 года и жилищным кодексом 2022 года, там немножко субъекты семейных отношений поменялись, именно членов семьи собственников. Сейчас есть возможность решения вот этой проблемы с экс-невестками, бывшими невестками, которые остаются без жилья и которые нуждаются в жилище. Потому что, как обычно, они с детьми уходят. Да. И как это решается? Добрый день. Это очередной выпуск цикла «Такой вопрос», и меня зовут Искандар Мирзганиев. И говорить мы сегодня будем о жилищном кодексе, принятие которого в этом году назвали важнейшим событием. Кодекс вступил в силу с 1 сентября. В гостях у нас эксперты независимого центра по защите прав человека Абдурахман Шарипов. Здравствуйте, Академ. Здравствуйте. И Акмал Манонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Центр провел серию мероприятий по правовому просвещению о праве на достаточное жилище и в новшествах жилищного кодекса. Мы разберем сегодня наиболее важные вопросы жилищного кодекса. И давайте начнем с самого главного. Какие новшества мы получили с принятием в этом году жилищного кодекса? Жилищный фонд в Таджикистане сейчас делится на две части. Это он делится на государственный и частный. В свою бытность до того, как действовал предыдущий кодекс в редакции 1997 года, жилищный фонд делился ровно на 4 части. То есть был государственный жилищный фонд, общественный жилищный фонд, фонд жилищно-строительных кооперативов и индивидуальный жилищный фонд. В связи с тем, что появились новые экономические отношения, в связи с чем и новые правоотношения, в связи с этим в новом кодексе жилищный фонд делится ровно на две части, то есть на государственный и частный, индивидуальный жилищный фонд. Хотел бы, как эксперт, рассказать еще о других новшествах законодательства. Это, как все знаем, что в период СССР на всем пространстве СССР было единое жилищное законодательство, оно было единое. И в соответствии с этим в Республике Таджикистан также на каждого гражданина давалось право иметь в личной собственности, не в частной, а в личной собственности только одно жилье. И только одно, если он имеет возможность, только одно дачный участок за пределами города. И все. Это требование жилищного законодательства того времени было. В период, когда в 1994 году Республика Таджикистан приняла как независимое государство, свою конституцию, там ввели новое правоотношение как частная собственность. Как один из видов собственности Республики Таджикистан ввели частную собственность. И на основании этого изменились и жилищные правоотношения. В статье 237 Гражданского кодекса части 2 определили, что количество и стоимость имущества, находящегося в частной собственности, не ограничено. Что относится к жилым помещениям? К жилым помещениям относится жилой дом, часть жилого дома, квартира в многоквартирном жилом доме или часть квартиры и комната. А кто определяет, это жилое помещение, не жилое помещение? Были такие кейсы, когда строились дома, не предназначенные для жилья. Изначально заявка была, что это не жилой дом. А потом его продали как жилой дом. То есть кто вот эти нормы выявляет? Это определяется с самого начала постановлением о разрешении на строительство. Оно дает разрешение на строительство именно по назначению объекта. Или административное, или культурное, или жилое. Это изначально постановлением представителя города определяется. Но когда застройщик строит, и там уже вот это недопонимание, почему застройщик пошел, мы это определяем как просто бизнес-интерес застройщика. Он начинает менять назначение жилья и не получив разрешения на изменение статуса
строение с административного на жилое, он начинает как бы продавать это помещение как жилые помещения. Ну, тому есть пример. Мы в ходе подготовки журналистского материала общались с надзорным органом в сфере градостроительства по городу Душанбе, и, рассказывая о своей работе, они привели пример, что здание по улице Ахмади Донишев в районе аэропорта был заселен. То есть он прошел государственную приемку как офисное здание. То есть в этом доме должны были размещаться офисные помещения. Но застройщик решил, что выгоднее будет, наверное, продать, и он заселил просто. Продал как квартиры. И? Ну, пока вопрос решается, но я думаю, поставлен вопрос, все-таки он либо должен поменять статус этого домостроения. Это в установленном законном порядке. Да. Есть и другие такие же строения. Это 6-этажные строения на территории мясокомбината. Там 3 таких домостроения, они административное назначение. Почему нельзя поменять на жилое эти строения? Потому что они были построены на территории промышленной зоны. Они не поменяли, не перевели из промышленной зоны в жилую зону, и на этой зоне построили 3 административных здания, но продали их гражданам как жилое. И вот до сих пор граждане живут в этом доме, но так как статус не изменился, они не могут прописаться и даже продать как жилое. Они могут продать как офисные здания. Ну, тут основная загвоздка, наверное, после возведения определенного домостроения обязательной процедурой является прохождение государственной приемочной комиссии. То есть без нее люди не имеют права заселяться, то есть подключаться к коммуникациям и так далее. Ну, на сегодняшний день, это истории прошлых лет. Лет 6-7 назад эти истории были тогда с того времени. Но на сегодняшний день ситуация изменилась. Местные органы государственной власти это все как бы принял во внимание, начали выноситься новые постановления, ситуацию изменили. Комитет по строительству и архитектуре тоже был подключен как уполномоченный орган, который регулирует эти вопросы, дает разрешение. За качеством строительства они смотрят, у них служба надзора за строительством имеется. И вот в соответствии с этим привели все это в соответствие с требованием законодательства. Сейчас таких случаев уже нет. И невозможно, потому что изменены все, приняты новые постановления мэром города, приняты новые директивы. И сейчас с принятием нового жилищного кодекса это будет невозможно больше застройщикам как бы лавировать. Давайте возьмем обратную ситуацию. Сейчас строятся дома, да, новые. Первые 2 этажа уходят под магазины. Если я возьму там себе помещение, мне нравится панорама и сделаю себе квартиру. Это невозможно. Невозможно будет. Невозможно. Но я же ее купил. Я же могу там жить. Вы можете использовать только как назначение сферы услуг или же как торговое помещение. Все. Но это же частная собственность. Это частная собственность, но, видите, она получается собственность юридического лица, потому что вы как просто гражданин не могу купить. Не можете. Вы можете его только сдать в аренду юридическому лицу или же предпринимателю, который будет использовать его по назначению. А как частное лицо в жилое вы не можете его перевести, потому что изначально статус этого помещения, он предназначен не для жилья, а для других нужд. Из каких фондов формируются государственные и частные жилищные фонды? Государственный жилищный фонд, он состоит из республиканского, коммунального жилищных фондов, жилищного фонда органов самоуправления поселков, сел. А вот частный жилищный фонд, он состоит из жилых помещений, находящихся в собственности граждан или негосударственных юридических лиц или объединений. Ну, в зависимости от целей, частный жилищный фонд подразделяется на несколько видов. Это жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, частный индивидуальный жилищный фонд и жилищный фонд коммерческого использования. Касательно того, что какие новшества еще в законодательстве, новшеством является и то, что такой термин, как специализированное жилье.
из государственного жилого фонда. Что относится к специализированному жилому фонду, это те жилые помещения, которые находятся в государственных учреждениях социальных, детские дома, там дома престарелых, это санатории, общежития. И раньше назывались служебные помещения, ведомственные помещения. Если помните, раньше это было как служебные жилые помещения, предоставляемые работникам на предприятиях. Сейчас оно как объект социального жилья может быть предоставлено, или же как на временное пользование работникам по месту работы могут предоставить. Сейчас оно так и называется специализированное жилое помещение. У юридических лиц те жилые помещения, которые находятся в предпринимательском пользовании, это гостиницы, там, курорты и другие приравненные к ним объекты, которые находятся в собственности у юридических лиц. Они называются этими коммерческими помещениями. Но статус жилое. Они тоже статус, если даже юридическое лицо имеет жилье, предназначенное для коммерческих целей, оно не может его как бы использовать для других целей, потому что там оформление юридических документов, правоустанавливающих, они должны все это переоформить. Если они захотят перевести их в статус административных своих помещений, то они должны это будут правильно переоформить. А какова процедура государственного учета жилищного фонда и государственной регистрации жилого помещения? Как эта процедура проходит? Согласно нормам статьи 11 Жилищного кодекса в редакции 2022 года, государственный учет жилищного фонда производится органами государственной власти городов, районов, сел и поселков, то есть местными властями. Сам учет жилищного фонда включает, представляет из себя это техническая инвентаризация, техническая паспортизация и так далее. То есть составление технической документации ведения учета. Есть такие два ключевых слова в этих правоотношениях. Это учет и регистрация. Учет ведет местный орган государственной власти, количество жилья, а регистрацию проводят уполномоченные органы. Это органы, если как раньше их называли, МБТИ. Сейчас называется КВД, регистрация недвижимого имущества на территориях. А у нас очень много новостроек, которые не прошли государственную комиссию. Как, согласно кодексу, определяется собственность на эти многоквартирные новостройки? Если после сноса освобождения территории для строительства новых объектов, бывшие собственники, они имеют право на компенсацию. И они, эта компенсация в будущем, после завершения объекта строительства недвижимого строения, новостройки, им по договору с застройщиком им предоставляется право получения квартир в новостройке. Но эта часть этого новостройки будет принадлежать гражданам, у которых снесли домостроение, как компенсация. Да. Другая категория граждан, которые имеют право потом получать квартиры в этих домах, это граждане, которые участвуют, долевое участие в строительстве этих объектов, то есть вкладывают деньги. Они не покупают квартиры, они вкладывают деньги на строительство, как в долевом участии, в порядке долевого участия, и в соответствии с договором застройщика свою долю они будут получать в виде квартиры из этого нового объекта жилья, недвижимости. А остальная часть, она переходит в собственность застройщика. До оформления права собственности каждого участника этого строительства она оформляется только после прохождения государственной регистрации. Но до государственной регистрации там их право вот этих и дольщиков, и право вот этой строительной компании, потом право инвестора, право учредителя. Те лица, которые вложили туда деньги, за их деньги, за их счет ведется строительство, и это все оформляется договорами совместного участия, договорами долевого участия, и на этом основании делится это строение на участников этого строительства.
Да. И, в общем, все эти лица, которые участвуют в этом, они считаются как бы участниками, субъектами градостроительства. И на основании градостроительного кодекса уже они как бы регулируются их права до окончания строительства. Жилищный кодекс вступает в действие только после приобретения права собственности на это жилье. Почему я это говорю? Потому что в жилищном кодексе есть отсылка на закон о долевом участии, проект которого сейчас на стадии принятия, и на основании этого закона будут регулироваться права участников долевого строительства. И когда госприемка пройдет, определится право собственности каждого участника этого долевого строительства, и только после этого будет действовать правило жилищного кодекса. Какие предусмотрены процедуры для защиты интересов собственников от недобросовестных застройщиков? Все достаточно отрегулировано в законодательстве. Недобросовестный застройщик, когда нарушает договорные обязательства, когда нарушает правила строительства, когда нарушает, если есть какие-то незначительные устранимые эти нарушения, то они, естественно, уполномоченным органом, это комитет по строительству и архитектуре, там есть служба по надзору за строительством, они начинают реагировать, экспертизы проводить и давать указания этим застройщикам для того, чтобы они устранили эти недостатки. Но если эти недостатки не устранимы, приостанавливается строительство сроком от 6 до 9 месяцев. Если застройщик не может устранить, и экспертиза устанавливается, что это невозможно изменить при текущем ремонте или без нарушения конструкции, которая построена, то тогда ставится вопрос о сносе этого объекта, и дается, выносится решение о строительстве нового объекта, но уже другим застройщиком. Этот застройщик за то, что нарушил законодательство, он, естественно, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством. Все решает суд, как я понимаю. Чтобы обратиться туда, например, для приобретения или установления права собственности на жилье, нужно ли платить пошлину? Пошлина – это требование законодательства, когда недвижимость она является имущественным правоотношением. В соответствии с законом о государственной пошлине, при подаче исковых заявлений с требованием имущественного характера, то госпошлина обязательно платить госпошлину. Потому что человек приобретает право на собственность, то есть как доход. Поэтому он обязан оплатить госпошлину. А кто является членами семьи собственников? Самый интересный вопрос в Таджикистане, кто является членами семьи собственников. Различие между жилищным кодексом 1997 года и жилищным кодексом 2022 года, там немножко субъекты семейных отношений поменялись, именно членов семьи собственников. Субъектами сейчас признаются сам собственник, его супруга, дети, бабушка, дедушка. Родители, да? Да, родители. Собственника. Да. А раньше бабушка, дедушка они не признавались членами семьи собственника. Там были только супруга, дети признавались членами семьи. Близкие родственники. Да, близкие родственники. А сейчас этот круг немножко расширился. И при признании членами семьи собственника, когда возникает спор в суде о признании членами собственника, такой признак, как ведение совместного хозяйства, тоже в новом жилищном кодексе этот признак отсутствует. То есть раньше, если спорили о признании членов семьи собственника, то требовалось доказать ведение совместного хозяйства. То есть, если, например, мой племянник приехал в Душанбе, скажем, живет у меня 5 лет, пока учится, ну, уже все, член семьи 5 лет живет в этом доме, он может считаться членом семьи? Он не член семьи, он может считаться как временный жилец по согласию собственника. Собственник его может предоставить ему временную прописку, если посчитает это нужным. Но если студент периодически, только на время учебы, и он не целый день, а только по вечерам приходит, спит, необходимости в прописке нет. Просто согласие собственника, он как гость
пребывает. Таким образом, если только приходит домой, спит, это всех нас можно назвать просто совладельцами жилья. Нет, подождите. Когда человек постоянно проживает в жилье, там есть свои признаки. Там и должно быть его имущество, специально отведенное помещение для проживания, где он может как бы уединиться, проводить как бы хранить свои вещи индивидуальные. Производить оплату коммунальных услуг и так далее. Да, вот это тоже. Да. Студент, который ваш племянник, если придет к вам жить, он временно проживает, он, естественно, вы с него не будете требовать оплату за коммунальные услуги, потому что он временный жилец. Но если по договору вы его как временного жильца принимаете и хотите оформить это юридически, то тогда он обязан будет платить за часть коммунальных расходов, которые за пользование вашим жилым помещением. Но он будет считаться только временным жильцом. Он не как член семьи собственника. Член семьи собственника – это признаки намного больше. Он как бы должен приносить продукты, он должен с вами как бы настолько отношения должны быть, как близкий родственник. Кстати, в предыдущем жилищном кодексе редакции 97 года там определений не было. Что такое жилье, что такое социальный найм, там и другие понятия не было. А в новом жилищном кодексе эти понятия введены, и они есть. И на основании этих понятий можно определять, что такое жилье, что такое помещение, что такое комната, что такое социальный найм. Там эти определения даются. Сейчас сталкиваемся с тем, что и в социальных сетях мы видим истории брошенных женщин, то есть социально уязвимых людей. Наше государство владеет неким хотя бы временным жилищным фондом для таких людей, которые столкнулись с тем или иными жизненными трудностями. Это тоже часть новшества в жилищном кодексе. 2 главы, 11 и 12 глава нового жилищного кодекса предусматривает в государственном жилищном фонде фонд социального найма. То есть предоставляется гражданам уязвимой категории, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется жилье по договору социального найма. Срок социального найма, он бессрочный, на неопределенный срок, и регулируется вот этими статьями главы 11 и 12 кодекса, в котором указаны как бы правила пользования, что должно быть в договоре социального найма, какие условия предоставления, как принимаются на учет лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. И как они принимаются? Они принимаются... Где, скажем так, куда обращаться с таким лицом? В жилищном кодексе есть отсылочная норма на порядок принятия на учет нуждающихся. Потом есть другое правило еще о том, чтобы как определить человека, как нуждающегося, кого могут признать нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это тоже отдельная норма принимается, сейчас она на стадии принятия, и разработана такая норма. И это отдельно по этим правилам будут определяться нуждающиеся, по вторым правилам порядок принятия на учет. Следующее, как предоставление, то есть определяет договор социального найма. Договор социального найма, естественно, будет между гражданином и государством в лице местного органа государственной власти. Там есть отдел или управление жилья, где их работники будут обязаны вести вот этот учет. Вот сейчас вы говорили о студенте, который, допустим, 5 лет живет в квартире, допустим, он проживает с вами и так далее, но есть не менее важная тема – это тема вселения, то есть, которые рассматриваются судами, то есть, допустим, люди ведут совместное хозяйство, то есть муж, жена, дети и все такое, и семейный узел разрывается, допустим, бывшая невестка, то есть экс-невестка, может ли она претендовать на жилье? Потому что вопрос вселения тоже стоит очень остро, потому что, я понимаю, люди живут там годами, 10 лет, 15 лет, так получилось, что отношения разрываются, да? А если они, допустим, жили полгода,
Или то есть вы имеете в чуть виду, меньше. когда они не вместе нажили, а она вселилась к нему. Да, она просто вселилась, то есть она прописана, и то есть у нее есть регистрация, и может ли она претендовать на это? Это тоже такой вопрос стоит очень остро. Кстати, сейчас есть возможность решения вот этой проблемы с экс-невестками, бывшими невестками, которые остаются без жилья и которые нуждаются в жилище. Потому что, как обычно, они с детьми уходят. Да. И как это решается? И они могут быть признаны нуждающимися в жилье, принятыми на учет, и им будет на основании договора предоставлено жилье социального найма, по договору социального найма. Этот вопрос сейчас, почему в новом жилищном кодексе вот этот вопрос подняли, потому что в соответствии с предыдущим кодексом было как основание получения доступа к жилью, это строительство жилья. Но государство строило, и гражданин, который получал в пользование это жилье, он мог его приватизировать из государственного жилищного фонда. А по нынешнему кодексу, по новому кодексу, теперь наложен запрет на приватизацию государственного имущества, именно жилищного имущества, жилья. Почему? Для того, чтобы увеличить этот фонд жилья, для того, чтобы всем нуждающимся могли как бы предоставлять. Но в бытность действия прошлого кодекса, да, в редакции 1997 года, дела ведь обстояли совсем не так. То есть экс-невестка, она могла жить там не менее 5 лет, должна была прожить с мужем, и ее вселяли. Хочет собственник того или не хочет, ее вселяли. То есть по закону. Если она живет 5 лет с ним, ее должны прописать, она должна там жить, вселять ее. Так и происходило. Это происходило. Но здесь вопрос другого характера. Насколько добросовестно, недобросовестно была вот эта подача заявления о вселении, это как бы не обсуждалось. Просто ставился вопрос, что она действительно не имеет другого жилья, и она нуждается. Она признается сначала членом семьи собственника, потом вселялась. Не просто вселялась, а сначала признавалась членом семьи собственника. Даже после разрыва семейных уз. Да. Но сейчас вот эти отношения, чтобы разрешить, как бы смягчить, убавить вот этот наплыв, так как она нуждается, бывшая невестка, нуждающаяся в улучшении жилищных условий или вообще в получении жилья, то ей могут предоставить жилье социального найма. Она может претендовать на жилье социального найма. То есть подать заявление о признании ее нуждающейся. Куда? В орган местной государственной власти. И предоставит все необходимые документы, и ее возьмут на учет как нуждающиеся, там документы проанализируют, если она действительно нуждается, ее признают нуждающейся, и, дождавшись своей очереди, она получает по договору социального найма жилье в пользование и может там проживать. Это один из как бы возможностей разрешить вот эту проблему с экс-невестками. Спасибо большое за беседу. Напоминаю, подкаст мы пишем совместно с экспертами независимого центра по защите прав человека.